Опа! Всем привет из солнечной Абхазии. Мы находимся в Пицунде, в поселке Лдза или Лидзаве, рядом с Пицундой. Такая красота у нас. Здесь песчаный пляж. Это рыбзавод. Вот. Сейчас тут до конца прокатимся, посмотрим, что тут за обстановка. Ноябрь месяц, утро, градусов где-то 10, прохладненько так. Сейчас прокатимся до тех дальних домиков. Там, по-моему, пансионат и гостиницы. Он рыбак ловит рыбу. Еще один там дальше. Красота. Никаких волнорезов. Открытый берег. Так, забыли включить навигацию. Гостиница Патрисия. Да, наша гостиница. Заборчиком огорожено. Еще одна гостиница.
Вон какой берег. Песчаный. Красота. Привет! Как дела? Привет!
Да, прохладненько, однако. Может, то, что еще утро. 9 утра. Да, Пицунда, конечно, красотище. Песчаный берег есть вот здесь. А есть здесь скалы, вот, да, такие. Но здесь пляжная полоса узкая. Там вот дальше будет, где пансионаты, там, конечно, пляжная полоса широкая. Пицунда, Пицунда, ты моя Пицунда. Дерево лежит, никто не убирает. Уже больше рыбаков. Абхазцы. Все абхазцы.
О, только помыл колеса. Ну ничего. Помоем еще раз. Вот такие тут 5 гостиниц где-то прямо на берегу моря. Вышел с гостиницы, и ты на море уже. Да, но ближайшие, конечно, магазины находятся, по-моему, там был в конце магазин и аптека. А так, до ближайших магазинов на машине ехать. Вот. Если что-то нужно купить, то только на машине ехать. Здесь асфальтик уже хоть. Гостевые дома. Вот такая красотища. Здесь типа кемпинга, машину ставишь и наслаждаешься. Палатку можно поставить, машину и спать здесь прямо возле берега моря. Красота. Вон гостиница какая-то с видом на море. Пятиэтажка старая. А ну вот здесь магазинчик есть, да. В принципе, пешком пройти минут 15. Где-то так. Эй, собака. Нельзя. Здрасте. Вот тебе и курортный поселок Лдза. Рыбзавод. Что-то прохладненько, надо бы одеть масочку.
Вот рыбзавод заброшенный на территории. Построил кто-то коттеджи и сдает их. Вот так вот. Сейчас доедем до берега, там где сосновая роща. Посидим, попьем чайку, согреемся. Что-то прохладненько. Здесь тоже гостевые дома, гостиницы. Продуктовые магазины. Столовая. Клуб-хотель. Заброшенная. Это гостиница. Большая гостиница. Заброшенная. Да. Много заброшенного. Гостиница. Корова гуляет. Или бычок. Так, что у нас тут? А, на туре. Едем на туре. Ну, даже пальма он во дворе. Высокая. Продукты. Блин, у полицейских этих тут натыкали. А вот вилла Валентина с бассейном. Приличная такая. Так, нам сюда. Налево. Тут. И рядом пограничный. В общем, рядом с этой гостиницей пограничный пункт какой-то там. Так, а вот тебе и Пицунский. Так. Где тут начинается? Сейчас мы сюда заедем, посмотрим. Прокат, отделена пограничная зона ихняя забором.
сюда можно заехать на велосипеде и покататься. Вот, пожалуйста, красотища. Лавочки. Коровы гуляют. Вон лавочка себе. Аккуратненько сидишь. Наслаждаешься. Красота. Коровы гуляют себе. Красота. А какой здесь воздух. О! Сосновый бор. Да. Красотища, красотища. А, воздух какой. Детская площадка небольшая. Скворечник. О, распилили. Дерево сгнило, распилили и бросили. Не убирают. Так, а тут что? Там что-то закрыто. Что тут закрыто, что ли? Замок висит. Ха. Прикольно. А что там за забор оградили? Сейчас помоем колеса. О, чище после грязи той. Так, это что у нас тут за забор такой, что они там оградили? Интересно. А, это тут типа госдачи. Госдачи. Или что-то такое. Воинская часть и госдачи. Какие-то там дома.
Виноград. Так, это я не понял, это мы что уже выезжаем с этого? Нет, еще там дальше будет, да. На пляж нам же надо попасть как-то. Или мы все-таки проехали? Сейчас надо посмотреть по карте. Тут камеры везде стоят по левой стороне. В реликтовой роще. На эко пока поставим. Территория огромная, закрытая. Везде камеры стоят. Что ж там на территории у них? Что за воинская часть такая, типа большая? Не может быть. Воинская часть замаскированная под чьи-то дачи. Забор с колючей проволоки и камеры через каждых 50 метров. Интересно.
Вон девятиэтажки старенькие. Уже 7 километров по Пицунде. Че ж тут? Наверное, вот и там было, где мы первый раз заезжали, смотрели пляж. Так, одного деления нету. Прокатимся назад к тому пляжу. На эко-режиме. Государственная чья-то дача. И к ней коттедж. Коттеджи. И вот это такая территория огромная. И все под камерами. Интересно.
40 км. Та у нас і так 27 км. Да, по Пицунде тут пока катаемся. А вон горы видно в снегу. Что-то колесо заднее спускает и спускает. Ну так, где-то часов, если 6 постоит, смотрю, уже меньше. Ну, спустило. А что такое, думаю, ну накачал. Потом на другой день то же самое, не понял. Что-то значит не то. Думал, че латка уже там отклеилась. Там было в одном месте ложили латку. А это вчера мыл колеса. Смотрю, что-то торчит. Такая какая-то скоба. Маленькая, тонкая такая, но она проткнула по крыху. И я ее такой раз достал. Такая, как с пол мизинца. Даже меньше. И такая тоненькая. Опа! Достал, воздух пошел. Думаю, о, вот это да. Пошел воздух. Потом накачал, бескамерка стоит. Жидко есть, здесь вроде заклеила. И собаки гуляют. Так, вот этот пляж все-таки здесь был. Я что-то думал, что это не он. Поехал аж туда, в конец уже, до этих пансионатов. О. Собака сидит, смотрит. Да, вот заканчивается ихний погран. Погран, не погран. Забор их не заканчивается. И тут уже идет общее пользование. Ну да, вот и тут стоянка. Сейчас помоем еще раз. А разве мы здесь вставали? Что-то я не помню, что мы здесь вставали.
Мы вроде дальше вставали. Сейчас посмотрим. А не, здесь. Ну да. Здесь все-таки вставали мы. Сейчас прям заедем на пляж. Вот так вот. Так, но мы уже в самой Пицунде. Едем по аллее такой красивой к пансионатам. Там, где 4 или 5 зданий одинаковой формы на берегу моря. И статуя дельфина и человека. Какая разница, по какой стороне ехать? Можно и по левой, и по правой. Можно и по дороге вот так вот ехать. Там была пропускная зона. Что-то там оплачивать нужно, если ты на машине. Но вроде как, если ты на велосипеде, то оплачивать ничего не надо. Вроде как. По крайней мере, проехал я просто так. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Торгуйте. Спасибо. Кофе, мофе. Кофе, мофе. Набережная. Здравствуйте. Спасибо. Кофе, мофе, вино. Вот такая красота здесь, да.